Всем привет! С вами снова Вувн. Теперь мы совершеннолетние, все-таки 19-й выпуск уже. Программа стала взрослой, скоро устраиваться на работу, платить налоги, жить от зарплаты до зарплаты. Но это все ничего. Пока наслаждайтесь студенческой жизнью, не торопитесь взрослеть и главное, новости наши, смотрите. Второй раз в новом сезоне Вувна и второй раз председатель Дима Воробьев. Еще целый год он будет над нами. Вертикаль власти все-таки. О том, как проходили выборы ОСО и что предлагали кандидаты, расскажет Мария Торопова. В СГУ проходит последний этап выборов председателя Объединенного совета обучающихся. Сегодня студенты решат, кто будет представлять их интересы в этом учебном году. Выбирают из 2 человек. По решению ЦИК кандидатами на пост председателя стали студент 5-го курса Института истории и права Дмитрий Воробьев и студент 1-го курса Института точных наук и информационных технологий Артем Костин. Каждый из них представил студентам программу работы на посту председателя и рассказал, почему нужно голосовать именно за него. Первое, что я хотел бы, это вести кружки досуга и тому подобное, что какие-то объединения там, по косплею, рисованию и тому подобное, а также повысить нашу инициативность студентов, потому что можно заметить, что инициативности очень мало. Выборы проходят во всех корпусах университета. Студенты уже понимают, какого председателя они хотят видеть. Он должен быть трудолюбивым и ответственным, потому что должность серьезная, и очень хотелось бы, чтобы он общителен и открыт для всех студентов нашего университета, чтобы принимать проблемы и решать их. Жду грамотной организации работы и толковое взаимодействие с другими членами коллектива. Всего сегодня проголосовало 519 студентов. Самыми активными стали представители 4 и 8 корпусов. После голосования избиратели и кандидаты встретились в главном корпусе. 385 человек проголосовали за Дмитрия Алексеевича Воробьева. Есть уже программа, то, как немножко изменить структуру Объединенного совета обучающихся, сделать ее более комплексной, сделать ее более эффективной. И надеюсь, что действительно не на бумагах, не на словах поменяется деятельность, а действительно на деле. Мария Торопова, Дарья Филитова, специально для Вувна. В Чебоксарах прошел конкурс «Мисс и мистер студенчества России-2019». По итогам региональных этапов участвовало более 40 человек. Республику Коми представили студенты нашего университета Глеб Лыткин и Полина Мейер. Глеб учится на 5-м курсе педагогического института. Полина – первокурсница Института экономики и финансов. Перед поездкой в Чувашию ребятам нужно было выполнить домашнее задание – снять видеовизитку, продумать творческий номер и найти национальный костюм. А уже в Чебоксарах участники активно репетировали самую волнительную часть конкурса – финал. Полиной очень сильно чувствовалась поддержка, мы друг друга поддерживали, даже когда вот после репетиции, 9:30 вечера мы приезжали в гостиницу, мы друг другу бегали в номера, чем-то помогали. Она мне давала свой отпариватель, или там ножницы или что-то в этом роде, да. И когда на общих репетициях, несмотря на то, что на сцене стоят, например, только девушки или только парни, мы друг друга снимали на камеру и потом показывали друг другу, чтобы смотреть, как мы смотримся, хорошо ли на сцене, что мы делаем так, а что не так. И хорошо, что мы были друг у друга в этот момент. За креативное выступление Глебу присвоили титул «Мистер творчества». Полина вернулась домой в статусе «Мисс Грация». Сыктывкарцы вместе победили в голосовании на приз зрительских симпатий. Если вы давно следите за Вувном, то, скорее всего, заметили, как наши корреспонденты любят проводить опросы. Кто не в курсе, мы интересуемся мнением студентов о важных событиях жизни университета. И не совсем важных. Но ответы получаем забавные. Студенты не всегда охотно соглашаются ответить. Нам стало интересно, как часто они участвуют в вопросах, а если отказываются, то почему? В принципе, соглашаюсь, как видите, я стою, разговариваю. В вопросах, которые мне скидывают, например, знакомые, или кто-то из группы, я участвую постоянно, потому что, почему бы не помочь человеку? Участвую в вопросах, но в анонимных. Мне нравится, что главное, чтобы вопрос был анонимным. Я довольно-таки часто участвую в вопросах, потому что, когда ты участвуешь в вопросах в интернете, то тебе за это платят. Часто так происходит, а можно мне так же? Есть какие-то специальные платформы, где ты можешь заработать на заданиях деньги, поэтому, когда есть время, я так делаю. Участвую очень часто по студенческим каким-либо проблемам, вопросам, по вопросам учебы, какие-то жизненные ситуации бывают.
Я не участвую в вопросах вообще. Либо просто не попадаю, либо, не знаю, просто не интересуюсь этим. Когда попадаются вопросы, стараюсь в них участвовать. То есть это как будто бы мое мнение важно кому-то. Создается впечатление такое, по крайней мере. Про город. Желает спокойной ночи. И там был вопрос и ответ. Спокойной ночи. Я тыкнул спокойной ночи. Все. Здорово, да? Я участвую в таких вопросах. А на самом деле, как человек, который чуть-чуть понимает, что опросы делаются не просто так, стараюсь максимально кликать, если тема интересная, обязательно отвечаю. Вообще-то я впервые участвую в вопросе. Это мне еще не удавалось такой возможности. В вопросах я участвую постоянно, и тем более, как член регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» мы проводим опросы. Участвую не часто, потому что, как приходится, если просят участвовать, то участвую. Смотрела иногда вот эти видео с опросами, думала, почему, где эти люди ходят, которые опрашивают людей, а до меня очередь не доходит. Меня спрашивали один раз по поводу сессии, как я готовлюсь, что я делаю. Так себе у меня получается работать на камеру и формулировать свои мысли, чтобы потом не было за них стыдно. Я не часто участвую в вопросах, потому что я очень стесняюсь камеры иногда. А так, если вопросы интересные, то я могу, конечно, поучаствовать. А люди не участвуют, потому что они стесняются, мне кажется, поэтому. Я в вопросах не участвую, потому что я иногда не нахожу людей, которые как раскроют вопрос. Вот как раз выдалась первая возможность. Будешь сейчас часто участвовать, если мы будем подходить к тебе? Да, конечно. Не участвую часто. Почему? Потому что я стеснительный человек. Стесняемся. Я стесняюсь. Я не по большей части, да. Не люблю как. Опросы ВКонтакте вот на улице бывают, подходят, бывают в университете подходят. Всегда участвую. Когда не отказываешь? Нет. Нет, ты стрёмная, ты красивая. С расписанием звонков разобрались в прошлом выпуске. В этом поговорим о расписании пар. Теперь, чтобы его найти, не обязательно заходить в кампусную систему или идти к стенду. На этой неделе в социальной сети ВКонтакте появился специальный бот. Называется «Расписание СГУ». Программу создали два студента – Андрей Непеин и Влад Курилов. Создал его из-за того, что не очень нравится, как сделано расписание в кампусной системе. Там просто выкидывается расписание на всю неделю. А мне хотелось, чтобы можно было сразу же посмотреть расписание на конкретный день. Например, сегодня по нажатию на одну кнопку. Помимо этого, всегда возникал вопрос, какая пара у нас дальше. Поэтому я хотел сделать так, чтобы бот мог оповестить за определенное время до начала пары. Чтобы узнать текущее или будущее расписание, нужно открыть диалог в группе бота, написать номер своей группы и нажать нужные кнопки. Также студенты планируют расширить программу для преподавателей и дирекций институтов. В четверг в 8-м корпусе прошел конкурс «Вожатское сердце». За звание лучшего вожатого состязались 5 бойцов педагогических отрядов из Сыктывкара и Ухты. Конкурс проходил в 3 этапа. В первом туре участникам необходимо было представить жюри эссе и видеоролик «Я вожатый». На втором ребята провели коллективно-творческие дела с учениками 18-й школы, а в финале выступили на сцене. «Вожатское сердце» 3-й год мы проводим благодаря и СГУ, и региональному отделению российских студенческих отрядов. У нас по каждому из направлений проводится свой конкурс профмастерства. То есть ребята показывают все свои полученные навыки, которые они заработали в течение лета. У вожатых это «Вожатское сердце». Всего на конкурс подало заявку 13 человек. По наибольшему количеству баллов во второй этап прошло 5. Это бойцы студенческих педагогических отрядов «Прогресс», «Лидер» и «Северное сияние». Что самым главным критерием было это умение вожатого, найти себя, сохранить, так сказать, выдержку, проявить смекалку и преподнести самый лучший, самый такой значимый результат. В финале конкурсанты представили творческие номера, ответили на интеллектуальные вопросы и провели игру в зале. Без поддержки публики не обошлось. За участников пришли болеть ребята из их отрядов. Я пришел болеть за Алену Хозяинову, так как она была моим напарником на смене РДШ. Вот буквально дня 4-5 назад мы приехали. Мне она очень нравится как человек. Я думаю, она сегодня выиграет, потому что она очень артистичная и очень яркий
боец. Я пришла не за никого болеть, потому что я знаю, что у нас в республике вожатые самые крутые, самые отменные. И неважно, кто сегодня победит, мы все искренне знаем и понимаем, что каждый из них, они уже здесь, они уже достойны себе победы, они все крутые, так что пришла болеть за всех. По итогу всех испытаний победу одержала боец СПО «Прогресс» Юлия Коллегова. Я готовилась к этому конкурсу в течение нескольких месяцев. Конечно же, я не готовилась одна, мне помогала моя большая команда, я ей безумно благодарна. Вот действительно, вот эта работа команды, это не только меня, это победа всей моей команды. Мария Торопова, Александр Кочкин, специально для ВУНа. На этом все. Новостей, конечно, было не так много, зато от сердца, только журналистского. С вами была Наталья Султанбей. Не забывайте, что в университете ведется видеонаблюдение. До следующей недели!